ожидается ранний паводок? Каких рек такой прогноз касается в первую очередь? Снизились объем производства и количество сотрудников. Якутский хлебокомбинат продолжает работу. Многоразовые костюмы и маски в столичном ателье начали шить защитную одежду для медиков. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 3388 и сейчас составляет 24 490 человек в 84 регионах. Заболевших нет только в республике Алтай. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, число случаев заражения увеличилось на 16,1%, выздоровело 1986 человек, это 292 за сутки. 198 человек умерло, 28 за сутки. В этом году ожидается ранний паводок. В первую очередь это касается основных рек республики. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев на совещании по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод. Он также отметил, что необходимо обратить особое внимание на малые реки Якутии. По сообщению якутского гидромета, зима выдалась теплая и снежная. Запасы воды в снежном покрове к моменту их максимального накопления значительно превышали средние многолетние значения. С учетом того, что вскрытие может пройти раньше, соответственно, возможно, более, опять же, ранее, с учетом снегозапасов, особенно в центральной части республики, опять же, здесь готовность должна к серьезному повышению уровня по. Эпидемиологическая ситуация в республике остается достаточно напряженной. За последние сутки в Якутии подтвердилось 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. В Якутске COVID-19 выявлен у жительницы Верхоянского района, которая с марта находилась в столице региона. Женщина госпитализирована, круг ее контактов установлен, у них берут анализы. Также 2 новых случая в Алдане выявили у людей из круга первых зараженных. Главное, чтобы, опять же, те ограничения, которые там остаются, они все жестко соблюдались. Это очень важно, еще раз говорю, потому что у нас сегодня случаи коронавирусной инфекции, пусть завозные, но они уже и в сельских районах, в частности, и в Горном Улусе, и в Илюйском Улусе уже зарегистрированы. Поэтому сейчас самое главное – это вот соблюдение режима самоизоляции, режима социального дистанцирования в общественных местах, соблюдение режима работы для тех предприятий, где работа проводится, масочный режим. Это очень важно. И это очень нужно. Прошу якутян строго придерживаться тех предписаний, которые сегодня выданы и федеральными органами, и республиканскими органами власти. В Москве и Санкт-Петербурге заработали телефоны горячие линии для якутян во время пандемии коронавируса. Инициатором проекта выступило постоянное представительство Якутии при президенте России. Функционирует сразу несколько номеров. Их вы сейчас видите на своих экранах. Также все телефоны можно узнать на сайте Постпредства Якутии. Наши врачи вышли с такой инициативой, как те, которые работают в санатории Бесчегда, проводить онлайн-консультации. И сегодня каждый день с 8 утра до 22 ночи они находятся в дежурном режиме. Эти телефоны опубликованы на сайте Постпредства, и любой может позвонить либо к нам в Постпредство на дежурные телефоны, либо напрямую прямо в санаторий, с тем, чтобы получить подробную информацию и подробную онлайн-консультацию от наших медицинских специалистов, от наших врачей. Якутский хлебокомбинат продолжает работу. Немного снизились объемы производства и количество сотрудников, а также усилены меры по дезинфекции и профилактике вирусных заболеваний. Подробности у Юрия Осипова. Правительством республики Якутский хлебокомбинат включен в число стратегических предприятий. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. Меры его поддержки, в части особенности по возмещению ряда транспортных расходов, они включены у нас в перечень мероприятий по поддержке системообразующих предприятий республики. И сейчас рассматриваются еще дополнительные меры для того, чтобы вот эта кризисная ситуация она прошла для хлебозавода с минимальными потерями.
На якутском хлебокомбинате работает около 450 человек, но в связи с ограничительными мерами количество работников в смене сократилось. Так, днем здесь трудятся 118 сотрудников, а ночью 71. Также немного уменьшились объемы производства. Из 900 точек, в которых реализовывали продукцию комбината, теперь работают более 750. Продажи, если брать, конечно, у нас вот мелкоштучные изделия по разным ассортиментам немного они упали, но в той связи, что у нас вот наши потребители, это вот дети, студенты, они сидят по домам, да. Но сейчас у нас работает доставка, сказать, по отношению наших тортовых изделий, потому что торты это, это праздник, это хождение по гостям, да. Там мы тоже немного там чувствуем, что там у нас снижение объемов идет, но мы работаем. На этой неделе хлебокомбинат также начал производство праздничных куличей грядущей Пасхи. К концу недели запланирована выпечка 19 тонн куличей. За 2 дня из этого объема уже приготовлено почти 2 тонны. В этом году у нас есть куличи, прошедшие шоковую заморозку, которые продляют именно сроки годности, сохраняют свежесть продукта. И так как в связи с паводками мы на ту сторону возить куличи не можем, поэтому мы предварительно пекли куличи и отправляли, пока была возможность незакрытой переправы, мы отправляли куличи на ту сторону. На комбинате также усилены и профилактические меры по противодействию распространению инфекционных заболеваний. Все сотрудники перед входом на территорию проходят медицинский контроль. Также увеличена частота проведения санитарных обработок. По недопущению коронавирусной инфекции по предписанию Роспотребнадзора мы усилили дезинфекционный режим. И при входе в организацию у работников измеряем температуру тела термометром. И чтобы не допустить передачу патогенных микроорганизмов, они обрабатывают руки антисептиком. Только после этого они проходят контрольно-пропускной пункт. По сообщению руководства комбината, на сегодняшний день функционированию производства ничто не угрожает. Завод обеспечен запасами муки вплоть до августа. Также на подходе новая партия, которая позволит бесперебойно работать еще до октября. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Карантин не остановил и образовательный процесс в алданских школах. Ученики выпускных классов усиленно готовятся к экзаменам, а малыши почти приноровились к новым условиям. Современные технологии позволили перевести в удаленный формат практически все этапы учебного процесса. Продолжит Татьяна Вахнина. Чтение, рисование, прикладное творчество, выкладывание популярной у всех возрастов алмазной мозаики в период изоляции и карантина предаваться увлечениям удается. Школьники, однако, затрачивают массу времени и на учебу. Помимо онлайн-уроков, ученикам предстоит выполнять домашние задания. Карантин – это не каникулы, и уроки делать нужно, а задают нам, как в обычные школьные дни. Разгрызание гранита наук идет дистанционно. Образовательный процесс выстраивается комбинированными методами. На финише учебного года адаптация как педагогов, так и учеников к удаленным методам работы идет успешно. Наставникам удалось включить воспитанников в рабочий процесс. Это новое не только для детей, это новое и для педагогов, и для родителей, но все набираются терпения, взаимоуважения. Перед учителем начальных классов по-прежнему стоит задача не только научить писать и считать, но прежде всего научить учиться. Самых маленьких школьников снова необходимо заинтересовать самим процессом получения знаний. Наши ребятишки очень маленькие, и им, конечно же, сложно в новых условиях обучаться. Многие заигрываются, просыпают, особенно на первый урок, отвлекаются, поэтому звоним, пишем. В работе со старшеклассниками учитель все силы нацеливает на то, чтобы подготовить ребят к экзаменам. Так, учительница математики Елена Григорьева каждое онлайн-занятие стремится сделать максимально приближенным к реальному уроку. На протяжении многих лет я готовлю детей к сдаче экзамена ОГЭ и ЕГЭ. Неоспоримую помощь мне в этом помогает сайт «Сдам ГИА». Этот сайт очень востребован учащимся, а поэтому сайт очень часто перегружается и становится недоступным. Освоение нового простым и легким, конечно, не бывает. В целом, современные технологии позволили перевести в удаленный формат практически все этапы учебного процесса. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Павел Пахомов, Алдан.
Многоразовые костюмы и защитные маски начали шить в Якутске для медицинских учреждений. Для обеспечения средствами индивидуальной защиты медицинских работников организовали пошив в ателье «Силуэт» и несколько частных предпринимателей. Изготавливают около 30 костюмов в день. Материал – хлопчатобумажная ткань, плотная, без примесей. На данный момент ателье приняли заказы от городских больниц, а также от других районов. У нас был первый заказ сделан больницей. Мы уже отшили 60 экземпляров. Он прошел обработку в автоклаве. Ну, повел себя очень даже хорошо, сказали. Но он садится, правда, на 2 размера, поэтому мы шили на 2 размера больше. И врачи сказали, что он очень хорошо защищает. Капюшон у него сидит, полностью закрывает. Получается маска, очки и, по идее, тут везде предусмотрены резинки. Ничего не должно попасть, получается, под этот костюм. Но они его тоже одевают, получается, на свою одежду, как сверху защитный. Айхальские рукодельницы тоже начали шить маски, и подключаются и те, кто раньше не имел отношения к швейной машинке. Как создают главный атрибут, защитить ли от вируса и сколько он стоит, знает Альбина Шарафидинова. Вот это для девочек. Вот это для дяденек и тетенек. Желтые, зеленые, красные с детским принтом. Выбирай, что называется, на любой вкус. Маски любого цвета готовы пошить мастера. Разве что дизайнерскими штучками. Их пока украшать не будут. Говорят, времени не хватает. И так работают по 10 часов в день. За одну сшитую маску возьмут от 200 до 300 рублей. Дешевле делать уже невыгодно. Ниже цену мы не можем поставить, потому что, и сами понимаете, и аренда, и зарплата, и все сюда. И по времени не так быстро эту маску шить. Ну, где-то, допустим, на одну маску уходит минут 20-25. Из-за большого спроса на маски даже местным ателье пришлось изменить направление. Алла Шапилова и ее команда раньше занимались шторами. Теперь это средство индивидуальной защиты. В мастерской шьют двухслойные маски из хлопка, бязи, ситца и поплина. Предприниматели отмечают, что пошив масок – дело не самое выгодное. Отнимает много времени и отвлекает от других заказов. Действительно, это очень тяжело. То есть тюль я могу шить, например, на профессиональной машинке там, за час, и я работу сделаю, и 1000 рублей я получу. А здесь мне приходится 20 масок, например, я делала 2 дня. Это очень тяжело. К созданию главного атрибута сезона подключилась и многодетная мама. Небольшая комната в доме Анны Наговицыной превратилась в швейную мастерскую. Здесь в день она изготавливает около 10 повязок. Для начала было очень сложно. Не знали, по какой выкройке делать, из какой ткани лучше делать. Вот. А потом привыкли. Спина очень трудоемко, конечно, спина болит. Защищает ли маска от вируса и как правильно ее носить, мы спросили у медиков. Здоровому человеку, чтобы уберечься от носителей, либо же от больных людей, нужно маску носить. Если маска двухслойная, она носится не более 2 часов. Если маска, вот как у меня, 4-слойная марлевая, она может использоваться в течение 4 часов. Маска должна плотно закрывать рот и нос. Стирать многоразовую маску нужно не реже, чем через 2 часа. После прогладить. Маска, марлевая повязка или респиратор. Что использовать для защиты, каждый решает сам. Но куда эффективнее регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Альбина Шарафидинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Оставайтесь с нами.